Они с нетерпением ждут момента, когда наконец смогут заселиться, отдохнуть, а потом отправиться на экскурсию, чтобы увидеть красоты нашей республики. Мое пребывание в Абхазии мне очень нравится. Я хочу поехать там на Гагский водопад, пофотографироваться, друзьям видео поснимать, похвастаться немного, так сказать. Ну и еще некоторые места посетить. Я не знаю. Мне очень интересно вообще посмотреть на какие-то интересные достопримечательности. В принципе, мне нравится что-то новое просто узнавать. Вот, и хочется такие больше всего экскурсии посетить. Я очень рада, что я в Абхазию приехала. В Сухуми разместилось более 40 человек. Екатерина Каменева, старшая группы, рассказала, что даже находясь в дороге, они уже успели получить приятные впечатления, наслаждаясь красивыми видами из окна. А впереди гостей ждет насыщенная программа. Природа просто замечательная. Мы пока ехали, между прочим, в поезде. Вообще шикарные горы. Спасибо вам, что вы нас пригласили в данное место. Гости проведут в Абхазии 2 недели. За это время они получат массу теплых и хороших воспоминаний о своем приезде. Программа продолжается. Первый этап был реализован в июне месяце. Это все благодаря договоренностям Бадры Зурабовича Гунба и его российских коллег. Это вот такой жест доброй воли, скажем так, от президента Республики Абхазия, от руководства, для того, чтобы в сложное время, в котором сейчас пребывают жители Курской и Белгородской области, мы могли принять многодетные семьи с большим количеством детишек на территории Абхазии. Гостей ждут экскурсии по всем достопримечательным местам, как в Восточной, так и в Западной Абхазии. Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера, Сухумский ботанический сад – те места, которые они посетят по программе. Надо отметить, что я вот и летом об этом говорил, хорошо помню время нашей войны. И в такое же сложное время точно так же наших детей, нас самих принимали во всех регионах России, размещали, поддерживали. Потому это самая настоящая поддержка, плечо, которое мы можем подставить для своих родных людей, для россиян, оказавшихся в сложной ситуации. Напомним, что первая группа была в Абхазии в июле. Сам приезд детей из приграничных областей России был согласован с президентом Бадрой Гунба. Данная программа реализовывается через Министерство туризма. Россия и Абхазия – дружественные страны, которые в трудные моменты помогают и поддерживают друг друга. И такие приезды – очередное тому доказательство. Айлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.